утро, бодрое утро, доброе. Дорогие друзья, мы находимся в селе Покровка Амгинского района. И сейчас на часах практически 6 часов утра, когда весь город спит, городские жители только подтягиваются, в деревне уже вовсю идет движение и работа. Конечно, мы немного проспали, сразу признаемся, потому Совсем что чуть-чуть. жизнь начинается здесь уже где-то в 4-4:30 утра, но мы встали хотя бы в 6, и именно в этот период сейчас начинается или уже заканчивается, об этом надо узнать чуть позже, утренняя дойка. Действительно, как сказала Даша, мы проспали самый активный момент, это загон коров в загон, так сказать. Но сейчас мы отправимся туда, героически посмотрим поближе, максимально близко, как происходит дойка, и, может быть, нам удастся самим принять в этом участие. Идем. Вот этот товарищ вчера пугал меня вечером и не давал пройти в коровник. Казалось бы, ну свинюшка да свинюшка, ага, ничего подобного. Он Ребят, вчера бегал смотрите, за мной. он сам боится Дашу. Это он с утра боится. Вечером он меня здесь гонял по этому полю. Я от страха аж залезла было на забор, потому что он бежал с достаточно большой скоростью на меня, и это было очень забавно. Я визжала, орала, всех коров напугала. Ну, конечно, деревенская жизнь для нас, для городских жителей, это что-то очень такое активное, быстрое. И вот как раз-таки Игорь зовет уже нас в коровник. Кстати Пойдемте. сказать, это не он, а она. Это хрюшка, свиноматка. И еще один важный момент. При дойке коров нельзя шуметь, нельзя кричать громко, нельзя делать резкие движения, потому что процесс достаточно интимный, и все должно происходить тихо и спокойно. Поэтому здесь мы будем говорить тихонечко. Бык. Я первая не пойду, иди ты. Мамочки. Не, стоять, 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 стоять. Расходитесь, пододвиньтесь, пожалуйста. Спасибо, до свидания. Стоять, стоять. Идите, идите, идите. Идите, пожалуйста, отойдите. Спасибо. Спасибо, 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 Отлично. спасибо. Молодец, заскакивай. Спасибо, спасибо. Спасибо. Все, тихо, стоим. Встала. Давай, давай. Важный аксессуар в этом деле – это спецодежда. Здесь, конечно, своя... Ой, у меня маленького размера халат. Мы с тобой, по-моему, да, давай поменяемся. Все по размерчику должно сидеть. Конечно, чтобы работать было удобно. Все должно быть, помимо того, что по размеру, все еще и аккуратно, красиво, чистенько. Ну что ж, в вечерней дойке поучаствовала я, и, конечно, было много вопросов, было много ответов от Игоря, поэтому утреннюю дойку отдаю тебе. Иди, смотри, рассказывай, показывай, спрашивай. А я уже такая опытная, все знаю, что здесь и как происходит. Вон твоя красавица пришла. Спасибо за доверие, начинаем. Доброе утро, отвлечем немножко тебя еще раз от твоей ответственной работы. И давай сейчас мы попробуем принять непосредственное участие в дойке. Получится ли у человека в первый раз в жизни, который подошел так близко к корове, одеть аппарат для автоматической дойки и сделать какие-то манипуляции? Так, давайте будем с самого начала. Вот у нас стоит корова, Так. ее зовут Маня. 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 Мы ее загнали, вымя обработали, помыли. Сейчас нужно нам пригласить ее теленка. Именно ее теленка. Да. Отлично. Мы подходим к клетке, значит, сюда и непростыми манипуляциями называем Money Man. Money man, money man. Everybody, come on, money man. Money man, money man, money man. Вот он, да? Зови, зови. Money man, money man. Смотрите, друзья, как собака, теленок пошел Так, к своей открываем корове. чуть в сторону. Хватаем его. Дальше, Вот его, так. дальше. Нет, ты должен вон туда, и он сам Да. бежит. Опускай. Все, отлично. Все, мы подпустили теленка. Вау, это манимен, и он пошел именно к своей маме. Прекрасно так. Принцип работы у нас такой. У нас телята подсосные, поэтому мы их кормим натуральным материнским молоком. Ага. Никакими ЗЦМами там и другими искусственными вещами мы не занимаемся. Естественный процесс происходит естественный сейчас, процесс. получается. Так. Здесь мы несколько зайцев убиваем. У нас теленок растет здоровым. Это очень важно. Да, конечно. Да. Материнское молоко. Да, материнское молоко. Второе, у них контакт мама-дитя. Соответственно, мать приходит на дойку. Мать уже понимает, что 2 раза в
сутки ей нужно прийти отдавиться. Да, ну покормить детеныша. Третье, Так. молокоотдача. Отличная молокоотдача. Так, сейчас сюда отойдем, Айза будет загонять следующую корову. Так. Вот у нас корова доится, заканчивается. А мы смотрим по вот этим вот резинкам, молоко больше не бежит. Видите, Здесь да? вот как раз Да. видно процесс вот этой вот Да. по патрубкам, да, будем называть Да. это такими. Молокоотдача. Молокоотдача, Вот когда, так. когда заканчивает, ощущаем тактильно, да, пальпируем, так сказать, вымя, да? Не осталось ли у нас, оно мягкое должно быть более-менее. Да. Но в нашем случае мы немножко должны оставить теленку. Чтобы он допил, Да, остатки высосал. теленок маленький, поэтому мы его кормим 2 раза. Проверяем, так нажимаем. Вот молоко идет при нажатии, да? Ну, достаточно такая слабая струя, нам достаточно. Нам нужно вот этот клапан повернуть и открыть. Тогда доильные стаканы отстегнутся. Сами отстегнуться. Хорошо, вот видим да, этот вот этот клапан поворачиваем. на себя. Нет, На себя. на себя. Раз, Вот. нет. Все, Повернул понял, да. и вытягивай вниз. Нет, вот. нет. Поверни вот так и вытягивай. Все, вот так, чтобы вот эти штучки Да. были здесь. Всё, вытянул. Здесь убрался вакуум. Так, и теперь вот Вытянули. держи за Так. коллектор и держи за стаканы. И потихонечку вытягивай. Вот, Поднимаем. все, держим. Раз, Вот они, всё. отцепились. Если молоко Так. остается, мы нажимаем чуть-чуть раз, он подсасывает. Всасывает туда. Да, вешаем, Вау. значит, сюда. Если у нас пауза, мы отключаем. Ну, чтобы он в сухую не колмотил Да. лишний раз. Вот И тебе протираем тряп- вымя. Протирай вымя. Так, раз, два, три, четыре. 4 соска Так, протер. Подпускаем прекрасно. теленка, пускай он немножко. Вот у нас эта корова уже Смотрите, готова. да, вот он здесь присосался. Значит, Здесь, этого теленка мы должны убрать. как это не жалко, как это Да. не грустно, его убираем. Вот смотрите, раз, я его поймал, он уже приученный. Сейчас берешь тряпочку и вымя протирай. И также протираем. После теленка и перед теленком обязательно это нужно протирать. Вот так вот это делается. Смотрите, раз, два, три, четыре. Так, Повесил. Так, включаем теперь аппарат. включаем Да, аппарат, наоборот. режим вот сюда, Все. снимаем. Поднимаешь коллектор со стаканами. А тут очень важно. Ой-ой-ой. Он работает только в этом положении, начинает сосать. Горизонтально. Вот так. Ага. Давление растет, смотри, Да, на пошло. манометре. Так, Закрывай вот этот клапан. этот клапан мы закрываем от Все, себя. повернул. Правильно. Все, зафиксировали. Сейчас нужно тебе вот так его держать, да? Ни в коем случае эти не поднимать. Эти должны быть пережаты. Ну, понятно, так, давай вот так вот подскочу. И по одному вставлять. С дальнего начиная, да? Все верно. Быстренько, раз. Оп. Ой. Раз. Придерживаешь. Придерживаем. Два. Придерживаешь резко. Придерживаешь. 3. Три. И последний. Да. Оп. Ну все. И вот так придерживаешь, и потом почувствовал и отпускаешь. Когда она прицепилась, все, держится. Отпускаешь. Опускаем и ждем. Да. Мы видим, как уже молоко начало потихоньку начинать поступать. Вот идет воздух, вакуум, и капельки молока уже пошли. Фу. Погоняй. Вот это да, друзья, вот это огонь. Так, здесь корову, которую мы только что подоили, можно сказать. Ну, не мы, а аппарат. Протерли, теленок немножечко здесь присосался, попил молочка, простыми словами. Мы ее выгоняем дальше, здесь сквозной проход, и они пошли на вольный выпас. Сейчас будет процесс повторяться, и так до бесконечности, точнее до того, как все коровы не закончатся. Вот А телята действительно миленькие. Значит, у нас идет дойка, да мы видим, что молоко не бежит. Не бежит, Почему молоко не бежит? что-то не так с давлением. Нет, разные коровы отделяют молоко по-разному. Нам нужно сделать вот такую манипуляцию. Подтянуть немножко, да? Вот смотри, мы подтягиваем, и молоко... Вот по пошло, этим- да. Вот здесь пошло. Вот, смотрите, Всё, давай сейчас вот здесь пошли. подтягивай Давай вниз. чуть-чуть подтянем вниз, вот. Не сильно, но чуть-чуть. Но опять-таки соблюдай правила безопасности. Не подходить корове сзади. Не подходи сзади и держи на вытянутой руке. Понятно. Ну, так как у нас вечерняя дойка поздняя, да, а утренняя очень рано, молока бывает мало. Меньше, чем в вечерней Да, дойке, два однозначно. раза, два Да. раза. Либо на целый день она Да, нагуливает, да. либо за ночь стоит. Вот. Смотрим. Потом проверяем. Обязательно нужно проверять вымя на... На остатки, ну то есть оно должно быть мягким.
На температуру вымени смотрим, да, чтобы не было никаких таких резких перепадов. Смотрим, нет ли комков мастита, боли и прочее. Вот это здоровое вымя. Вот мы потянули. Вот это да. Так, вот, вон там вот начало. И здесь потихонечку. Вот вакуум, да, который вот здесь, просто так сам работать не будет. Работают благодаря вот такому пульсатору. Это сердце. Сердце Всего компрессора, да. доильного аппарата. Он создает там вот такие микро эти. Тык. Именно вот импульсно. Да. И мы смотрим сюда. В доильных стаканах начинается сокращаться вот эта вот сама трубка. Она мягкая. Вот. То есть как будто сосет пеленок. Вообще процесс доения коровья, если все нормально с выменем, да, нормально со стаканами, не жесткая резина, приятен. Так, ага. Приятен. Ну, то есть, в принципе, корова, она отличает, сосет теленок или подключен доильный аппарат? Для нее это почти идентично или все-таки прям Ну, вот разница? теленок иногда сосет жестко. Он может прикусить, Да, например, да? может прикусить, может бить. Поэтому вот здесь ей приятнее. Здесь приятнее. Ну, поэтому корова. она поспокойнее Да. стоит, да? Вот, опять-таки завершаем дойку, убедились. Так. Открывай снизу. Ну, открываем снизу клапан вот этот, Да, мы его вот раз. так тянем на себя вниз. Раз, все, молоко. И Вот сдали потихонечку, вот это и потихонечку придерживая стаканы, придерживая стаканы. оттягивай, желательно в таком горизонтальном Вот виде. так вот, оп, 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 все, вот они снялись. И повернули сразу. Повернули вниз и вешаем сюда. Если у Берем вас- нашу тряпочку, протираем вымя. Раз, два, три, четыре. Все в Так. порядке. И, значит, у нас такое средство, да? Так. Нужно сделать вот так вот. Раз. Смотрите, это специальное личное средство для вымени, для дезинфекции. Да, после доильного как бы периода мы Все, обрабатываем. смотрите, кончики Берешь стали тряпочку, синими. вытираешь руки. Это вытираем руку, чтобы мне кожу не разъело. Шутка, это очень полезное средство для того, чтобы И мы все смотрим. было в порядке. Соски, Дальше. соски защищены. То есть входное отверстие соска, она закрыта. Она как бы обволакивает, да? Ага. Плюс лечебные свойства у этой. То есть микротрещины, всякие микротрещины, различные разрывы. какие-то... Да. Она закрывает. Чтобы соматика, там, микробиология, все, там ничего не поселилось, мы делаем Здорово. обработку. Вот у нас корова отдоена. Всё, Маня она стоит довольная, спокойно. счастливая. Маня, да. И Манимен тоже И доволен. Маниман. И теперь вот такая манипуляция. Открывай дверь. Так. У нас такая транзитная зона. Открывай дверь. Открываем дверь, и корову нужно выпустить. Да, вот. Мне стоять Зафиксировал. здесь или сюда открылась? Она пойдет сюда, иди сюда теперь. Она сама пойдет. Смотрите, друзья, корова Нет, нет. настолько обучена, что сейчас мы увидим, как она выходит. Дергай, открывай. Открываем калитку из молочного загона. И... Вот, нет, дерни вон там. видим еще Маня у нас пока все еще привязана. И отойди туда, И отходим. в сторону. Всё. Маня, Маня пошла. Маня отдаилась. Оля. Процесс полностью Вот это да. завершен. Так, закрываем это. Все. Маня, пока-пока. Друзья, это похоже немножко на работу дрессировщика в цирке. Вот когда на арену Да, выходит конечно, какое-то кого-нибудь большое выпустим. животное, какие-то с ним происходят номера, манипуляции, и после чего вот специальная калитка, когда животное в цирке уходит за кулисы. Ну а мы закрываем эту калитку, чтобы раньше времени коровы не уходили. И переводим дыхание, потому что настолько динамично происходит процесс. Просто вау! Испытано на себе. Ну а пока Женя учится доить коров, я нахожусь в самом красивом, в самом эффектном и в самом, я бы сказала, энергетически заряженном месте. Это коровник. Находиться здесь мне максимально страшно, потому что я каждый раз оглядываюсь, где они, где они. Напоминаю, что вес многих здесь красавиц составляет полтонны. То есть, представляете, если вдруг сзади подойдет к тебе вот такая большая красавица, ну, здесь, конечно, первый рефлекс – это бежать. Ну, а в целом, конечно, я хотела бы отметить вот этого красавца. Я думаю, видно его издалека. Нам сказали от него уходить. Вот он идет на тебя сейчас. Вот это бык-осеменитель. Он весит более полутонны. Не подходи близко, или ты отойди. Он побежит на тебя. Вот это бычок. Красавец. Красавец замечательный. Но
Его стоит бояться. Сказали, лучше к нему вообще не подходить. Вы знаете, я в рамках «Испытана на себе» и других проектов на телеканале Кути-24 бывала в коровниках. Для меня это не что-то новое. Но увидеть такого размера коров для меня было чем-то невероятным, потому что они реально гигантские. Это просто какие-то махины. И даже пройти мимо них или сделать фото у меня, к сожалению, смелости и храбрости не хватает. А напомню, что у Игоря работает здесь вся семья. Даже мальчик, который учится в 6 классе, спокойно подходит к таким коровушкам, берет их за рога, отводит туда, приводит сюда, загоняет, выгоняет. То есть у детей нет того самого страха, который есть у меня. Ну а бычок красавец ходит, прямо радует глаз издалека, только издалека. Даш, я предлагаю тебе подойти поближе к быку и, может быть, сделать фото на память. Может, сам пойдешь туда? Спасибо, у меня нет такого желания. Вы знаете, действительно, для нас, городских жителей, немножко трепетно находиться здесь. Дарья, у нас процесс, ничего не меняется. Ничего не меняется. Как Евгений делал, посмотрели, делаете точно так же. Посмотрела. Но она спокойная, точно? Она абсолютно спокойная. Так, ее зовут Буба. Буба. Так, идем туда. Идем туда. У Бубы младенца зовут как? Буба. Буба? Буба. Очень Зовите. креативно. Буба, Буба, Буба. Это он? Нет. Буба, 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 Буба. А вот Этот хочет ко мне почему-то. Буба, 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 иди. Буба, 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 иди. Буба, Буба. А, вон он стоит. А он глядел, глядел. Он мой голос знает. А. Так, этого подними-ка, товарищ. А вы Этот- отойдите, мне нужна Буба. Буба, иди. Буба, Буба-ка. Буба. Вот этот ко мне хочет, точно. Он со Буба, мной поговорил, Буба. и все на свете, вот этот сладенький. Так. Вот, Буба подошел сюда. Буба подошел? Нет, ничего не трогаем. Он сильный. О, Пускаем. Он вас просто утянет. да, вот так, Буба. А сколько килограммов примерно малыш вот этот? Ну, они рождаются 25-35, да. Но он сейчас где-то килограмм, наверное, под 100. Уже 100. Да. Ну, то есть, если его попробовать поднять, не получится. Это два меня практически. Вот И это 100. еще малыш, да? Да, это теленок, ему 5 месяцев. У меня телята ранние, январские, февральские. За счет этого они осенью крупные. И у них как бы здоровье. Входя на лето, у них уже иммунитет крепкий. Летом они очень сильно болеют. Перепады Да. температур. Этот процесс мы уже знаем после вечерней дойки, да? То есть сначала дают подсосать молочко маленькому теленку, потому что это естественная выработка всех материнских инстинктов, так сказать, да? То есть пробует, высасывает, и уж потом уже переходим к аппарату. Ну а пока это все вот такое совсем, так сказать, исконное. Так. Кстати говоря, коровы, как бы то ни казалось на их такую громоздкость, на самом деле очень чувствительны. Они реагируют на все крики, лишние звуки, даже на то, что здесь находимся мы сейчас, для них уже это стресс. И это может повлиять на количество молока. Поэтому ведем мы здесь себя максимально культурно, спокойно, тихо. Мы проверяем, значит, вот соски уже упругие, значит, молоко в соски пошло. И Так, мы, надо здесь очки снять. да, мы теленка убираем. Вот ваша тряпочка, протирайте вымя. Пока что через тряпочку. Чуть Вымя. чуть Так, на расстоянии держимся ждите-ка. и смело Мамочка. действуем. Раз. О! Два. Я не знаю, насколько качественно это надо делать, но я представляю, что... О, какое большое там одно! Оно толстое, большое. И вот и здесь маленькое еще. Я так понимаю... И визуально это смотрим, соски сильно чистые. надо? Вот это все Всё. должно быть идеально чисто, вот это? Где? Вот это коричневое. Давайте его надо чуть посильнее. Да? Вот это вот убираем. Вот. Очищаем все. Так, Я боюсь больно сделать просто. теперь берем, включаем аппарат. Так, подождите. Вот рычажок. Его повернуть нужно вот так. Так, поворачиваем. Да, смелее. Оп. Берем, значит, доильные стаканы с коллектором. Доильные стаканы, гляньте, запоминаем, Да, вот так. товарищи. Паук называется. Опускаем его в паук. Вот этот клапан вам нужно закрыть. Вот это закрываем. Нет, поворачиваем вверх и закрываем. Все, он закрыл. То есть получилось? Да. Вакуум пошел. Мы соски просто так не поднимаем. Начинаем с дальнего соска вставлять в стакан. Берите. Беру стакан. Раз. И все.
Как присосалась, да? Берем. Оп, Раз. и все. Берите сами теперь. А, ну это не так сложно, казалось бы. Ой, Вставляем. оп, и все. Так. Оп, оп, и Всё. все. И Так. пошел процесс. Вот вы уже доите нам молоко. Угу. Приехали, помогаете. Мы наблюдаем. Вот уже Да, гляньте, молоко от Дарьи пошло. Анкехова. Да, пошло по трубкам молочко от Дарьи Анкехова. Ну, вот, а во сколько раз увеличивается объем дойки молока вот именно благодаря такому аппарату, нежели вручную? Скорее Так. всего, раньше-то вы все делали Да, вручную. в прошлом году мы доили вручную. Ага, у нас на Саилыке. Ну, где-то на процентов 20 надои увеличились. А, ну то есть не на какие-то большие цифры. То есть Нет. руками можно добиться практически такого же эффекта, да? Да. Айза там также работает. Вот там мы увидим. Айза на 2 коровы успевает работать. Успевает на 2 коровы. Да. Покажем Айзу. Вон Айза в труде во всем. Айза, помаши ручкой. Айза довольна. Игорь сказал, далеко не уходить от коровы, наблюдать. Ну, знаете, на этот процесс смотришь и удивляешься. Стой. Ой, Все-таки как уникален этот мир, да? Вот это молоко в будущем будет маслом, сыром, то есть тем, что будет кормить многие семьи. Ей не нравится, что я говорю, потому что хвостом она сейчас мне чуть по лицу не зарядила. Но От этого в целом никуда это, не конечно, деться. ну не знаю, это Естественно. удивительный процесс, удивительная атмосфера. Здесь даже свой вот этот молочный аромат, ну, которого не встретишь нигде. Такая свой микромир, что радует. Значит, мы придется резко выдергивать. Нет. Так, По одному? вот этот клапан поворачиваете, вот этот. Вот это Ага, поворачиваем и вниз, раз. и вниз. Так, ага, теперь горизонтально. И подтягиваем потихонечку. Сейчас, подождите, Одновременно клапан. все или по одному? Все одновременно. Лучше вверх. Раз. Все. Все. Мы соединили. Бубу мы на улицу. Бубу, ага, на улицу. Так, тут все закрыто. Так. Получается, до вечера мы уже их отпускаем на пастьбу. Буба, выходи, моя хорошая. Осторожно, в сторону. Отходим. Пошла. Буба пошла. О! Все, Буба самостоятельно вышла. И вот они уходят на дневной выгул, да? Да, мы сейчас их тут собираем после дойки. Я их уже погоню на луг. Они И будут сколько пастись. часов они там находятся? Ну, до вечера, где-то часов до 6-7, потом приходят. Но мы доим попозже, поэтому они у нас тут лежат, отдыхают. А в целом, вот многие, наверное, городские жители, да, задаются вопросом, вот как коровы передвигаются? Потому что мы в городе периодически видим в хаотичном состоянии. Так они не должны двигаться. Вообще корова это стадное животное, стадное. Чтобы они у меня пошли стадом, я потратил где-то года 3 или 4. Потому что у меня коровы были с одного хозяйства, с другого. И чтобы они двигались стадом, для чего стадом мне нужно? Чтобы они были все вместе и в одном месте, понимаете? Их угнать легко, пригнать легко. У них образуется лидер, который их ведет. И я знаю, они где уже могут быть. Поэтому вот это все моменты, это немаловажно в нашем фермерском деле. Вот у меня пес есть, да, собака. Собака. Да. Он как бы уже их структуру понимает, что они идут стадом, кто-то выбивается, он начинает их обратно гнать в стадо. А собачку этому тоже учили? Или на инстинктах это? Мы вырастили с коровами ее, она знает коров, и на инстинктах, вот интеллект немецкой овчарки, он позволяет понять, что мне нужно. И мы напоминаем, что у вас 30 дойных коров, 30 дойных а коров в целом под 90 голов. 90 голов. Но если, представляете? надо понимать, если 30 дойных коров, да, значит 30 телят этого года и 30 телят прошлого года. Вот это слагаемое. Это уже. называется шлейф. Корова это основа, остальное шлейф. Плюс один бык-производитель и пару телок на ремонт стада. А что такое ремонт стада? Ремонт стада это когда одна корова выбраковывается, из стада выводится, молодые вводятся, нетели. Да. Вот Новый, так. новый процесс такой, и он постоянен. Испытано на себе. Ну что, Даш, как твои ощущения вот по такому интимному занятию, как дойка коров? Ну, по Очень мне, деликатное. так это, конечно, что-то невероятное. Это такое что-то, я бы сказала, даже аутентично, потому Да. что, ну, действительно, просто взять вымя коровы, потрогать его в руке, ощутить это тепло, Да. этот аромат
парного молока – это, конечно, такого рода своя романтика. Ну вот прям романтика. Но здесь расслабляться не стоит, потому что тот самый красавчик Потому что в любой момент может бык-осеменитель, он тут. подойти. Он Я тут, уже да, его да. чувствую за версту. Где-то он рядом. Не дай боже попасться ему. На ферме всегда На нужно рога. смотреть на 360 градусов. Ты делаешь свою работу и краем глаза с затылком чувствуешь, как к тебе подкрадывается. Наш тыл надежен, а вот тут все очень подозрительно. Ну и, как мы говорили, сейчас раннее утро, а после утренней дойки коровы отпускаются в На свободное выпас, плавание. да, Да. на вольный выгул. Ну а мы сейчас пройдем по фермерскому хозяйству Да. Игоря и посмотрим, что еще здесь есть. Поросятки прямо бегут к нам навстречу, подозревая, что мы сейчас будем их кормить. Нет, еды нет, друзья. О, Господи, вот это ароматы. Какая милота. Можно погладить их за пятачки, почесать за ушком. Гляньте на этого поросенка. Это просто лучшего вы сегодня не увидите. Смотрите. Он просто балдеет. У него она. Она балдеет. Лежи, лежи, моя хорошая. Ну что ж, после работы с крупным рогатым скотом мы переместились на так называемый птичий двор. И здесь мы видим еще загон для свиней. Вот живность нас буквально окружает. И что же сейчас нам с тобой необходимо будет сделать? Жень, ну у нас здесь скороспелая отрасль, я так называю, потому что Так. индюки это, 3-4 месяца, а поросята 10 месяцев. пускай, Ого, да. то есть это молодняк, по сути. За год они вырастают до кондиции Мгм. забоя, и индюки вырастают тоже. А За- индюки за 3 месяца больше станут или... они станут больше, самцы будут где-то 20-25 килограмм мяса Ого. чистого убойного веса. Так. А вот про поросят, я думаю, где-то 90-100. Мгм. Да, если все нормально, если с кормлением будет у нас все хорошо. Сейчас Так, мы вот отлично. у нас тут клетки свиные, да, но мы сейчас будем маленьких поросят кормить. Это вот крайний у нас опорос. И что ж, теперь сам процесс кормления, я думаю, что мы доверим это профессиональной доярке Даше. Сейчас она возьмет все необходимые элементы и начнет, собственно, кормить свиней. Смотрим. У нас здесь емкость с обратом. Обрат это то, что остается после отделения сливок. То есть обезжиренное такое молоко приходит, и она превращается в вот такую массу. Вот это вот настоящий белок. Для свиней, для индюков, для куриц. Это вообще супер еда. То Супер есть еда. вам повезло, что у вас есть коровы. Собственно, вы можете Ну, давать им, это да? же комплекс мер, который Да. направлен именно на покормить их. А можно потрогать, да? Да, можете потрогать. О! ничего такого. Да-да. Ну, это, На ощупь как творог. это творог. А, это творог. Да, из него можно сделать творог. Вот. Они едят Смотрите. творог. А брат? Обратно. Вот так вот. Так, немножко ручку так помой. Да-да. Ну, ничего. кстати, не сказать, что прям на такой жаре оно должно было пахнуть вообще скисшим, да? Но... Нет, оно свежее, оно вчера привезли. А, поэтому. Да. То есть, если оно несколько дней бы постояло, ароматы были бы другие, да? Нет, сильно не портится. Всё равно, да? Да, она просто Интересно, густая очень становится. Сейчас вот тут более-менее крыто. Черпайте, пожалуйста. Так, Половиночку а мне можно. нужно жижи или густоты? Короче, вот так берете. Давай крупником отсюда сверху снимешь, как я И запускаю. все, Так, пошли. Вот так. Хопля. все, взяла, отлично. Взяла, пошла. Так, иду. идем сюда. И У меня сверху? тут все рядышком. Да. И, опа. Отпускаем. И вот в это корыце. Да, вот О, так мамочки. Идите, сладенькие, кушать, кушать, кушать. вот. Вот, сейчас. А у свиней есть язык какой-то? Ну, мы их зовем как бы, да. О, Господи. Вот, О, посмотрите. прям на голову. О, Ничего страшного. это для них лакомство, да? Это, как для нас, наверное, там, не знаю, что вы любите? Не знаю. Предпочтения у вас какие? Стейк. Мороженое. Да, они сейчас берем, значит, ведро. Ой, они дерутся даже, да? Да, идем дальше вон туда. Тут все достаточно. А, хорошо. Берем ведро. Можешь еще. Ну-ка, ради эффекта. Давай. Смотрите-ка. Так, товарищи. Ну что? Только в уши не налейте. Хорошо. О! Ну что, товарищи, наслаждаемся жизнью. В корыто, в корыто, в корыто. Отлично. Simple Pimple тоже А вот подошли. тоже, подождите, товарищи. Накормите их. А им откуда? С ведра? Прям с ведра. Поставьте ведро. Сладенький, работаем, поставили. Ешь. И за ушком потешите. Simple Pimple. Simple Pimp. Дарья, не бойтесь. Simple Pimp. А ей не нравится, что я ее трогаю.
Вот это, видимо, более-менее. Она Симпл ест. пимпл, кушает. тут А это проявляется нервничает, да? Тут иерархия проявляется. Да. То Короче, есть тот покруче, да, будет? Симпл побольше, массы побольше. Так, он тоже хочет. А Рекс у нас этот, для порядка. Ой, ну тут происходит вообще что-то невероятное. Да. Столько эмоций тут. Вот сколько их не корми, да, наедятся, потом через некоторое время опять кормим. Ну, вот так у них аппетит хороший. Между прочим, это очень хорошо. Ну, конечно. Это очень здорово. А что, бывает, что у свиней нет аппетита? Ну, в такую жару обычно слабоватый бывает аппетит. Да? Так, чтобы там они не толпились, да? Да. Мы делаем так. А то есть можно смешивать продукты с грязью? Они не различают особо, что ли? Сейчас мы его чистим, да? Тут в основном вода. Вода, которую пару раз они залезли. Господи. Господи, все летит на... Вот она, деревенская жизнь. Это издержки Да. нашего производства. А когда бы еще не оказаться Так, в грязевой луже этого вместе со мало. свинюшкой? Теперь берем ведро. Иду. Вон там у нас в бочке зерно. Симпл пимпл, Сюда, простите. сюда, Даша. А, еще есть ведро? Нет, сюда с ведром. Так. Здесь у нас зерно. А, им еще надо Да. и сухого корма, да? Обязательно. Черпайте. А это... Прям, А есть разница в качестве зерна? да, Это уже решает фермер, да? да. Но здесь овес у нас. Хороший чистый овес. Мы его сыпем на сухой пол. А они сейчас оттуда убегут Да. сюда или нет? Они поедят подальше можете Вот туда насыпать. подальше? Да, подальше, смелее. Хопля, сейчас я как-нибудь Не залезу, упадите. не залезу. Уа! В одну кучку Да, рассыпать можно надо? в одну кучку. О! Это как бы мы их накормили, а это вот так подъесть, Кушать, чтобы они- кушать. Вот Иди, он, умный самый, давай быстрее, пока ты один. идет. Еще осыпать? Достаточно. О, хватит им? Они сытые. Им только лакомство подавай, да? Даниил их уже накормил. В принципе, вот весь. Потом мы делаем то же самое. Вот можете зачерпнуть. Обратно. Обратно. И поставим к индюкам. А, они то же самое едят. Они вообще обожают. Масса растет. Ну, это как у человека, который качается. На белке А сидит, Симпл хочет найти еще остатки. а он всегда что-то хочет. Да? Подожди-ка, на-ка тебе вот тут поешь это. У меня осталось тут. На, Симпл. Бедный. Так. Они не бедные, они довольно-таки это. Ну, у него такие глаза печальные, что он как будто что-то не доел в этой жизни. Вот так вот с утра до вечера работают на ферме. Идем. Ну что, Ничего Даш, как ощущение от кормления поросят? Ну вот, смотрите, это Симпл опять все-таки залезла. Да, вот эта свинья, которая не останется голодной при любом Никогда. раскладе. Она ворует То все. есть, да, Но мне сказал фермер, что Так. нужно прутиком пук-пук её. отгонять, чтобы она не расслаблялась особо, Прутик да? найти бы еще. Давай мы ее отгоним. А, я вру, вот Симпл лежит. О, еще и пролила вот все. Ну это вот так да, вот. все. Расход продукции. Ну ты посмотри на этих свиней, а. Ни себе, Вы ни представляете, людям. из-за нее индюки остались без прикорма. Ни себе, ни людям. Ну-ка, Пимпл или Симпл ты, иди, дай птицам, дай, иди. Отойди, дай птицам поесть. Нет, иди, говорю тебе. Птички, идите сюда, иди. Тук-тук-тук, иди. То есть, по-моему, здесь вот эта такая альфа-свинья, которая просто не дает другим Это поесть, просто. А вот это сама все А Симпл съедает. вот поела, лежит, И отдыхает. да, некоторые уже в тенечке отдыхают. Интересно, что эти животные и птицы сосуществуют в одном мире, и в целом они не враждуют. То есть курочка вот пришла, индюшки, свинки, это все вот очень гармонично вписывается на одну площадь. А мы вот спросили недавно у девочек, у дочек Игоря, да, за какими животными сложнее всего ухаживать. Да, ведь они ухаживают и за птицей, и за свинками, и за коровой. И девочки почему-то сказали, что за свинками очень сложно ухаживать. Игорь, кстати, сказал, что за коровами сложнее всего. Да, вот сколько людей, столько и мнений. Действительно, да, потому что, может быть, здесь играет роль какая-то предрасположенность к каким-то животным. Кто-то больше сноровки использует при кормлении коров, свиней. То есть, такие нюансы, да, действительно здесь есть. Это здорово. Ну что ж, на этом, наверное, на такой прекрасной, немножко И- грязной и такой ароматной ноте мы завершим наш выпуск. Мы благодарим село Покровка, Покровка. мы благодарим Амгинский край. Ну и самое главное, мы благодарим нашего друга
Игоря Петрова за то, что пригласил нас сюда, вызвал, сопровождал нас, показал нам все красоты, показал нам тот труд, которым он занимается. И, конечно, от себя мы выражаем огромную благодарность. Ну а вам, дорогие телезрители, все-таки советую, обязательно, необходимо Вот просто побывать 100%. в якутской деревне. Это своего рода романтика, это новые знания, новые эмоции. Хотя бы просто, если у вас есть знакомые, друзья, напроситесь, съездите, погостите, потому что это действительно кайф, это эмоции, это отдых, и это заряд такими положительными эмоциями. Да, потратьте 2 своих выходных дня, пока стоит лето, пока позволяет погода и возможность, чтобы действительно ощутить на себе всю прелесть деревни, может быть, где-то помочь вашим друзьям-фермерам, потому что работы, как вы видите, здесь много, работа тяжелая, скоро начнется сенокос, и я думаю, что в любом случае посещение деревни оставит у вас только положительные впечатления. Ну а в целом вот из всего того, что ты видел сегодня, главный, не знаю, твой плюс, одно слово, чем ты восхитился, кому ты отдашь свое предпочтение или чему? Вот я отдам свое предпочтение Рексу. Вы видели, наверное, собаку, пастушью собаку, ей 8 месяцев, огромный щенок, и вы бы видели, как он виртуозно загоняет и охраняет коров. Вот Рекс в этой локации мой фаворит. А у тебя? Ну, Симпл, Димпл. Симпл и Димпл. И Димпл. Собственно, тут все понятно. На этом мы завершаем наш эфир. Отлично, испытано на себе из деревни. Деревню. Любите якутскую деревню, наслаждайтесь летом. Всего доброго, увидимся. Пока-пока. Всего доброго.